К приходу неожиданных гостей предприниматели явно оказались не готовы. Необходимых документов нет. Бизнес не зарегистрирован, а значит налоговых поступлений в бюджет из этого ателье ждать не стоит. Еще одна точка проверки – магазин мужской одежды. На объекте два вопроса. Это земельный участок и объект. Проверяют всю предпринимательскую подноготную. Торговые точки должны состоять на учете. Хозяин магазина должен вовремя оплачивать не только сам налог, но и налоговый патент для ведения профессиональной деятельности. Патент, он у нас оплачивается. Чек мы сдаем в налоговую инспекцию. У нас с ними проблем нет, и у них к нам вопросов никогда не бывает по поводу этого. Поэтому голова сейчас не болит. В налоговом кодексе прописано ведение деятельности организации или индивидуальным предпринимателям без постановки на учет в налоговом органе грозит штрафом в размере 10% от доходов, но не менее 40 тысяч рублей. А ведь в свою очередь слабое поступление в бюджет налогов и взносов отражается на инфраструктуре города. Договор 20 был на теневой зарплаты, соответственно, налог на налоговом учете, пенсионных отчислений, на бюджет республики, города бюджета пополнение халыцли. Сенсы полсум лат бежды, таган уявит болсина тазер дейлер хады, так договор шадейте закону я хождал России почалки отдела закон так соблюдать дейте нигд болш арденда. Масштабный рейд в Карабулаке собрал представителей всех ответственных служб и ведомств, от местной администрации, трудовой инспекции до Роспотребнадзора. Большая проблема теневых бизнесменов еще и в том, что многие не заключают трудовые договоры с работниками. По данному факту будет проведена внеплановая проверка. По результатам проверки работодателям будет выдано предписание, которое нужно будет устранить, а также за нарушение требований трудового законодательства они будут привлечены к административной ответственности в виде штрафа. Административный штраф зависит от работодателя, если должностное лицо от 10 до 20 тысяч рублей, юридическое лицо от 50 до 100 тысяч рублей, индивидуальный предприниматель от 5 до 10 тысяч рублей. Такие рейды, по словам проверяющих, очень продуктивны. Многие из хозяев торговых точек прислушиваются к наставлениям и становятся на учет. Впрочем, есть и те, кто сознательно следует букве закона. Одна из них – Мадина Барханоева. Земельный участок у вас соответствует виду разрешенного использования для предпринимательской деятельности, для торговли, да? Здесь, да? Ранее было проверено, документация соответствует. Данный объект, земельный участок оформлен под предпринимательскую деятельность. Да. А вот у сотрудников Роспотребнадзора своя миссия. Они напоминают продавцам о мерах предосторожности, которые покупатели зачастую не соблюдают. Люди, которые заходят, вы должны им разъяснять, чтобы они уже социальную дистанцию, 1,5–2 метра, чтобы они соблюдали. Вот эти вещи, каждый человек, когда начинает, они должны обрабатывать. Такие проверки будут проходить каждый день, пока всех теневых предпринимателей не выведут на чистый бизнес. Зелимхан Калоев, Хасмагомед Моисигов, Новости 24.